Добрый день. Добрый, Меня зовут добрый. Инна. Я директор журнала «Валютица». Вообще, мы с проектом под названием «Люди так не делятся». Хотим попросить у вас разрешения о встрече с детьми с ограниченными возможностями. Здравствуйте, Инна. Добро пожаловать в Чеченскую Республику. Спасибо, что согласились на эту встречу. Инна, расскажите, пожалуйста, как так получилось, что ваш трехдневный визит в Чеченскую Республику в качестве туриста обернулся тем, что на сегодняшний день вы живете в Грозном со своей маленькой дочкой. Девочка ходит в садик, у вас хорошая работа, и на первый взгляд жизнь сложилась неплохо. Я, наверное, назову это иронией судьбы, поскольку я и подумать не могла, что оставлю эту шумную столицу, которая вечно в движении, да, и полюбившая мною столица, да, Москва, но я родом тоже как бы не с Москвы. 15 лет я жила в Москве, да, и подумать не могла, что я переберусь в неизвестный мне край, в который я приехала, рассчитывала на 3 дня, и в котором я осталась во время отпуска 2 недели. Уже на тот момент я обдумывала, остаться мне здесь, либо не остаться. Да? Как уже, наверное, всем известно, я полгода как живу здесь. По моему мнению, меня город, мне кажется, выбрал сразу. Ну, я духовно здесь прям отдыхала. Вот духовно именно внутри для меня это было прям мое место. Хотя я не знала вообще ничего, кроме как того, что здесь шумно, здесь нехорошо, ну, понаслышке, да. Инна, а что все-таки стало вот тем самым щелчком, после которого вы решили, что вот все, уезжаю жить в Грозный? 2 недели проживания, наверное, здесь. Я посмотрела красивые места, посмотрела людей. Меня приняли, не зная меня приняли очень хорошо меня приняли. То есть любой магазин, там, любой салон красоты, да, за 2 недели, там, любое место отдыха, это как казино, да, я побывала там в горах, на водопадах, то есть очень гостеприимные люди здесь, и спустя, наверное, несколько дней я себя ощущала как дома, но я не знала, что я уже совсем переберусь с вещами сюда. Теперь перебралась, теперь живу, да, и живу с дочкой, перевезла дочку сюда, которая еще совсем маленькая. Работа, да, есть работа, за это время я ее не поменяла. Инна, а вот когда вы приехали, ваши первые впечатления, каким вы увидели Грозный, Чеченскую Республику, какой вы ее нашли, расскажите. Первый же день, когда я приехала, я не знала вообще, куда себя деть, ну, совсем не знала, хотя маленькая республика, да, как бы можно за один день объездить все, но я себя в первый день ощущала не совсем комфортно, поскольку внешний вид, да, в любом случае нужно как бы соответствовать. Я не знала правила. Это благодаря, еще раз повторюсь, хорошим людям, которые ознакомили порядку. Да, здесь поведение, порядок, внешний вид. На второй день я уже поехала. Все получилось. Я
не стеснялась ходить в платке. На данный момент я вообще уже привыкла и не вижу себя без этого сейчас вообще абсолютно. А как проходил первый период адаптации не только у вас, но и у вашего ребенка? Ведь это не так уж и легко сорваться с привычного места жительства и в корне изменить абсолютно все: образ жизни, общество и свое окружение. Приехала я одна без дочки. Опять же таки, как бы я уже говорила, да, что спустя каких-то пару дней мне было здесь уже очень комфортно. Но я просто не знала, что на тот момент я останусь здесь и перевезу ребенка сюда. Но 2 недели я, вот, получается, прожила здесь и уже не представляла себя, чтобы я, к примеру, переехала обратно в Москву, да, это метро, не метро, как бы я уже обо всем этом забыла. А когда уже переехали? То есть привыкать было сложно? Нет. Нет? Я уже была как дома. То есть, и когда я совсем переехала, я уже привыкшая была ко всему. Причем мой ребенок адаптировался моментально. Все понравилось. Ее любимое место — это мечеть, сердце Чечни. Я не знаю, там, и по сей день мы просыпаемся, и вот она мне: мы в мечеть идем, мы в мечеть идем. Ну, нравится ей, это ее любимое место, мечеть. Вот ребенок тоже очень быстро адаптировался, очень. Инна, сегодня, вот сейчас на откровение выводят вас, но по роду вашей деятельности вам привычнее, когда все-таки вы задаете вопросы. Эта сторона вашей деятельности как-то схожа с моей, и вам периодически приходится выступать в качестве журналиста, я это знаю. Но у вашей работы есть и некие другие грани. И я, например, в курсе о том, что вы разрабатываете различные проекты, и считаю, что это очень общественно значимые проекты. Расскажите, пожалуйста, обо всем понемногу и поподробнее. Что касается моей работы, действительно, моя работа очень насыщенная и интересная. Я встречаюсь каждый день с разными людьми, это от мэрии, администрации, да, какие-то большие компании. Работаю я в журнале, который называется «Эволюция дизайна». В первую очередь этот журнал у нас о туризме. Всегда я об этом говорю, то, что как бы мне самой было здесь интересно, да, все узнать. И сейчас мне очень приятно о том, то, что я помогаю людям. То есть журнал — это практически навигатор для туристов. То есть все самые красивые места, да, Чеченской Республики, да и по всему Кавказу. Что касается моих проектов, да, это лично моя деятельность, это лично от меня. Я уверена, что я еще не все знаю, да, про то место, куда я переехала. И первый проект — это старцы, да, Чечни. Вот. Благодаря им я узнаю все новое, новое, новое. И каждый новый человек, который появился в моей жизни, да, благодаря моей работе, я узнаю очень много нового. А второй проект, это он еще пока в разработке, это «Люди так не делятся». То есть это дети с ограниченными возможностями, но пока в разработке, пока это, надеюсь, что все получится. А на что нацелен ваш проект? Если взять второй проект, да, «Люди так не делятся» по поводу детей, это очень большой проект. Сейчас входит в состав очень много компаний, это в том числе как Чеченэнерго. То есть, да, вот они тоже выявили желание помогать. Мы хотим каждый праздник посещать этих детей, делать им подарки, куда-то там выбираться. Сейчас музыкальный проект тоже планируем открыть, где будут съемки клипа при участии этих же детей. То, что касается первого, это внимание. Им было очень приятно, вы не поверите, как им было приятно. Мы гуляли по проспектам с ними, я не знаю, кто-то приглашал домой. Это у них такое открывалось, вот они вспоминали все. Кто-то до сих пор пишет стихи. Вот по виду как бы не скажешь, да, ну присел там со мной там пожилая женщина, там бабушка, да, либо там дедушка. Не знаю, они, мне кажется, проводили время с великим удовольствием. И по сей день мы с ними общаемся по телефону, и они звонят, спрашивают, как дела, там, приглашают на чай. В общем, первый проект — это не хочется, чтобы такие люди забывались, да, а второй проект — это хочется сделать, что-то оставить от себя. Это вот дети, и, не знаю, надеюсь, что все получится.
Я желаю, чтобы у вас все получилось. Спасибо. Напомните мне, пожалуйста, вот между вашим приездом и решением, принятым вами о том, чтобы остаться здесь, какой промежуток времени был? Меньше недели. Да. Через 3 дня я уже планировала уехать обратно. У меня там работа была. Достаточно такая, которой я 7 лет работала. Да. Инна, наверное, я не буду преувеличивать, сказав, что ваше решение о переезде можно отнести к числу поспешных решений. Такие решения, они имеют свойство оборачиваться таким легким разочарованием. Вам приходилось жалеть о вашем решении о переезде? Ни одной причины по сей день, на сегодня, не было, чтобы я пожалела. Такое впечатление, как будто я здесь родилась, потом меня забрали, да. Я вот даже иногда, родители же мои в курсе, что я переехала, да. Я им задаю вопрос: случайно здесь не были? Мама говорит: нет. Мне бы хотелось бы приехать сюда. Нет, не были. Вот такое впечатление, как будто я здесь родилась, и просто я вернулась. Все. Не знаю, я нашла себя здесь, мне комфортно, я уже привыкла, утром встаешь, идешь на работу. Это дорога. Даже не всегда, мне кажется, я вне хорошую погоду могу там сесть в такси и приехать на работу. Всегда пешком хожу по этой дороге. Не знаю. Говорю, я нашла себя здесь, мне комфортно, и нисколько. Я не пожалела. Я надеюсь, что свыше мне не предоставится таких причин, которых бы я потом жалела, что я вот здесь осталась, там все бросила. Хотя там была стабильность такая. Что не делается, все к лучшему. Инна, есть тема, на которую мне хотелось бы с вами поговорить поподробнее. Это тема принятия вами ислама. Для начала расскажите, пожалуйста, с чего начался ваш путь к исламу? Духовно, я говорю, внутри себя я осознала, что я все-таки вернусь к этому. Почему вернусь? Потому что правильно же говорят, что ислам не принимают, к нему возвращаются. До 7 лет мы все, да, считаемся. Получается, что я вернулась к этому. Но причиной никто не подтолкнул, никто даже не знал о том, что я вот в такой-то день пойду и приму ислам. Никто, кроме имама, который мне в этом помог, да, не близкие друзья, абсолютно никто. Все это произошло в один день. Ну, вы можете вспомнить, когда вы все-таки начали задумываться о религии, об исламе? Да, как только приехала с ребенком, прошла где-то, наверное, неделя, никого практически не знаю здесь, да, у меня работа, дом. Вот. И когда у меня все сложилось, то, что квартиру я нашла, да, сад нашла, я поняла, что если мне так, мне, хорошо, да, все дается, думаю, это мое, наверное, и не знаю, я просто была благодарна тому, что у меня здесь все складывается. Просто бывает же, люди переезжают, да, ничего не получается, они опять меняют место жительства. Не знаю, переехав с ребенком, на самом деле, это такой серьезный шаг. Какие изменения произошли в вашей жизни с принятием ислама? Мне кажется, я стала чище внешне и внутренне. Но я себя почувствовала вообще совершенно другим. То есть у меня сразу все изменилось, у меня какая-то ответственность появилась. Вот это у меня, конечно, было сразу, как только я вышла, и у меня сразу ответственность. Думаю, все, я же приняла, у меня теперь есть такие некоторые категории, которые нужно соблюдать, и ни в коем случае от этого отталкиваться никак нельзя. Тяжело соблюдать то, что предписано исламом? Я не буду сейчас, наверное, говорить о том, что я все знаю, я все умею. Я много чего еще не умею. Те вещи, которые я умею и которые я соблюдаю, нет, не тяжело. Инна, мы знаем, что ислам – это та религия, которая периодически подвергается нападкам извне. И нацелена это в первую очередь для того, чтобы создать некий агрессивный образ ислама в глазах других людей, которые исповедуют иные религии. Вы, прежде чем принять ислам, я думаю, все-таки узнали об этой религии все и поняли, что это абсолютно не так. Но как ваши родные отнеслись к этому? Какова их реакция была, когда они узнали, что вы приняли ислам? У меня очень строгая семья, очень, особенно папа, которому мы сообщили в последнюю очередь. Мы его готовили, да. Маме я сообщила. Было, конечно, недовольство, и не потому, что там ислам зло, либо еще что-то. Просто она меня задала только вопрос, что тебе не хватало. Все, вот этот вопрос.
Но когда я сказала, что это, ну, как бы мое решение, мне внутри себя, мне очень спокойно. Вот сейчас я как бы более спокойно себя ощущаю, более спокойно себя чувствую, да. Мама закрыла сразу эту тему, ну, твое решение. С папой было все иначе. Ну и по сей день, конечно, немного все идет иначе, но никто от меня не оттолкнулся, никто от меня не отказался. И также открыты двери, и сами готовы приехать, и я надеюсь, что приедут. Поэтому, на удивление моему, да, хорошо отнеслись. Я не стала там озвучивать всем, да, там, родственникам. Самые важные для меня люди, папа, мама и 2 брата, приняли мое решение. Инна, а каким вы видите свое будущее? Вы планируете связать свою дальнейшую судьбу с Чеченской Республикой? Да, да. Я не буду выставлять себя, наверное, эгоисткой, что прям в плане будущего буду там только я. Мне очень хочется со всеми жителями Чеченской Республики также, как говорится, по кирпичику складывать, да, чтобы все было хорошо. Я считаю, что я уже являюсь частичкой, да, здесь, поэтому я с великим удовольствием буду делать во благо нашей республики, и поэтому я считаю, что она заслуживает, пройдя столько всего, да. Вот, я считаю, что она заслуживает, поэтому я от себя тоже буду в силу своей возможности делать в положительную сторону, соответственно. Инна, спасибо вам за эту интересную беседу. Я желаю вам всего доброго, успехов и укрепления вашей веры. Спасибо вам еще раз. До свидания. Спасибо вам.